Привет, это Идель Реалии, меня зовут Регина Хисамова, и вы слушаете подкаст «Поволжье. Цена войны». Каждый понедельник мы подводим итоги того, как российское вторжение в Украину отражается на жизни всего Поволжья, и рассказываем те новости, на которые вы, возможно, не успели обратить внимание. Сегодня 4 мая, 1531 день войны. В этом выпуске 2 масштабные атаки по нефтяным объектам в Перми погрузили город в дым, а власти напугали жителей сообщениями о радиационной и химической опасности. История 71-летнего краеведа из Татарстана, которого приговорили к 6 годам колонии. Политолог назвал это ударом по интеллектуальной элите народа. В Удмуртии, Чувашии и Саратовской области 9 мая пройдет без салютов и шествий бессмертного полка. Также вы услышите: а также такой суровый приговор за комментарии в социальной сети означает, что власти боятся правды. Утром 30 апреля на фоне атак беспилотников из громкоговорителей в Перми транслировалось такое сообщение. Вслед за радиационной объявили о химической опасности, а затем о воздушной тревоге и даже об угрозе паводка. В городе, над которым к тому моменту уже вторые сутки поднимался густой черный дым, это выглядело не как технический сбой, а как начало настоящей катастрофы. Позднее Министерство территориальной безопасности Пермского края назовет это проверкой работоспособности систем на предприятиях и заявит, что реальной угрозы нет. Беспилотники атаковали Пермь 2 дня подряд. 29 апреля дрон повредил станцию Транснефти, а на следующее утро, 30 апреля, удар пришелся по одному из крупнейших НПЗ страны – Лукойл Пермнефтеоргсинтез. Это стратегическое предприятие, которое обеспечивает топливом не только гражданский рынок, но и российскую армию. Кроме того, в тот же день повторно была атакована станция Транснефти. Губернатор Дмитрий Махонин подтвердил атаку лишь в общих чертах, не назвав атакованное предприятие. А пока власти молчали, жители фиксировали последствия. Сначала черный дождь из копоти, а затем резкий запах химикатов, от которого, по сообщению местных каналов, начало першить в горле. Мы поговорили с политэмигрантом Сергеем Уховым. Он основатель телеграм-канала «Пермь-36,6», который активно следит за происходящим в городе. Люди в панике, не знают, что делать, то ли что действительно серьезно, то ли несерьезно, то ли что власть полностью молчит. У мэра города сообщение висит со вчера о том, что город готов к 9 мая. У той же «Единой России» они пишут в своих соцсетях про праймериз свой. Никакой, то есть власть совершенно потерялась, не знает, что в такой ситуации делать. На фоне звуков сирен выяснилась еще одна пугающая деталь. Жители Перми просто не знают, куда бежать в случае реальной угрозы. Списки бомбоубежищ оказались государственной тайной. Люди возмущены, недовольны и не понимают, что делать. Это не просто ошибка, это какая-то, так нельзя, это преступление, когда ты ездишь по городу и говоришь непонятно, какие предупреждения. Люди не понимают, у них радиационная опасность, химическая опасность, бежать, прятаться, спасать детей или что делать. Никто не знает, где бомбоубежище. Нет списка. Мы требуем уже от губернатора и от пермских властей опубликовать список бомбоубежищ, чтобы люди могли и понимали, куда идти. Нету списка бомбоубежищ вообще, ни одного. Мы не можем ни найти, ни добиться никак. Они засекретили. То есть нам отвечали, когда мы официально запрашивали информацию о бомбоубежище, нам решили, что это секретная информация. К середине дня 30 апреля режим беспилотной опасности в Перми отменили. Минобороны отчиталась о сбитых дронах и отсутствии пострадавших. Однако пожар в Перми, судя по кадрам из соцсетей, к полудню 3 мая все еще горел. Дроны на прошлой неделе долетели не только до Перми. В ночь на 29 апреля сообщения о взрывах стали приходить из Оренбургской области. Утром глава региона Евгений Солнцев подтвердил, беспилотники предприняли попытку атаки нескольких промышленных предприятий. Традиционно для официальных сводок названия объектов озвучены не были. Однако издание «Астра», проанализировав кадры очевидцев, пришло к выводу, что целью стал Оргнефтеоргсинтез. Позднее Генеральный штаб ВСУ подтвердил атаку на предприятие. Это один из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов в стране – 6 миллионов тонн нефти в год. Такова его мощность. Орский НПЗ производит все от бензина до авиационного керосина. И это уже не первый случай. Предприятие уже подвергалось атакам в октябре и ноябре прошлого года. 30 апреля украинские мониторинговые каналы и близкие к силовикам российские паблики сообщили об атаке на Дзержинск. Это Нижегородская область. По данным издания «Астра», над городом поднялся дым со стороны завода взрывчатых веществ имени Свердлова.
За прошлую неделю Дель Реале установили имена 404 военных из 15 регионов Поволжья, погибших на войне в Украине. 102 из них уроженцы Пермского края. Таким образом, по состоянию на утро 4 мая погибло свыше 54 тысяч человек из регионов ПФО, плюс Астраханская область. Башкортостан остается лидером по количеству установленных погибших. Война унесла жизни как минимум 9714 военных из республики. Далее в списке Татарстан и Пермский край. По состоянию на 1 мая журналисты русской службы BBC и Медиазоны установили имена 216 205 российских военнослужащих, погибших на войне против Украины. В русской службе BBC подсчитали, что подтвержденные потери только в Башкортостане и Татарстане уже на 20% превышают все советские потери в ходе 10-летней войны в Афганистане. По официальным данным, там погибло чуть более 15 тысяч человек. Регионы Поволжья активно готовятся к празднованию Дня Победы. Главная же новость федерального уровня – парад на Красной площади в Москве впервые с начала вторжения в Украину пройдет без участия военной техники. Вместе с тем, в некоторых регионах Поволжья парада не будет вовсе. Например, в Чувашии. Кроме того, глава республики Олег Николаев сообщил, что не будет и салюта. Чиновник назвал это решение непростым, но необходимым. Праздник обещают провести на локальных площадках, где легче будет обеспечить контроль и безопасность. Большинство же республик и областей Поволжья пока не стали отменять празднование полностью. Например, столица Татарстана Казани по-прежнему планирует и парад, и шествие бессмертного полка, и салют. В Удмуртии, в свою очередь, решили отказаться от шествия бессмертного полка. Глава республики Александр Бричалов прямо связал это с угрозой с воздуха. Анализ ситуации, связанный с проведением специальной военной операции, показывает, что противник значительно наращивает активность в использовании беспилотных воздушных судов и ракетного вооружения для атак на объекты энергетики и оборонной промышленности. Все чаще целями украинской армии становятся жилые дома. И в складывающейся обстановке нет никаких сомнений, что противник однозначно предпримет попытки испортить нам празднование Дня Победы. В итоге в Ижевске пройдет парад, эстафеты и выступления хора с характерным названием «За отцов и сыновей» через букву «З». Позиция властей теперь звучит так. Далее это цитата Бричалова: «Сначала победа, потом салюты». Схожую осторожность проявили и в Саратовской области. Губернатор региона Роман Бусаргин, который еще недавно закрывал детские лагеря из-за угрозы БПЛА, теперь отменил массовые шествия и фейерверки в День Победы. 28 апреля суд вынес приговор 71-летнему Фазылу Валиахметову. Ветерана татарского национального движения и известного краеведа приговорили к 6 годам колонии. Поводом стали 2 его поста во ВКонтакте. Первый пост – это размышление на татарском языке о том, что в эпоху глобализации границы стираются, а для счастья не нужно захватывать чужие территории или разрушать города. Валиахметов назвал войну горем, которое выгодно только политикам. О российском вторжении в Украину в публикации не было ни слова. Второй эпизод – это ссылка на видео Легиона Свободы России, который в России признан террористической организацией. Итог статьи о повторной дискредитации армии и оправдании терроризма. Валиахметов – фигура для Татарстана заметная. Именно по его инициативе в поселке Карабаш появились памятники Мусе Джалилю и Габдулле Тукаю. У него есть медаль за заслуги перед татарским народом, а в 2018 году он получил благодарность от главы республики. Однако в суде ни возраст, ни состояние здоровья, а у пенсионера гипертонии 3-й степени роли не сыграли. Политолог Руслан Айсин, который знал Валиахметова лично, считает, что такой жесткий приговор за комментарии – это не просто случайность, а сигнал остальной интеллектуальной элите. Я знал его, он действительно очень интеллигентный, честный и искренний человек. Известен он был в татарском национальном движении как активный участник. Как я уже отмечал, человек большого ума, интеллекта, очень образованный, при этом очень воспитанный, благородный. Власти, естественно, таких людей недолюбливают. Они, я бы усилил, даже их ненавидят. Потому что это в прямом смысле их антагонист. Такой суровый приговор за комментарии в социальной сети означает, что власти боятся правды. И приговор в отношении Фазила Валиахметова – это показательная акция, чтобы другим неповадно было, чтобы такие же люди, как он, смелые, бравые, образованные, ориентированные на справедливость, не вздумали даже свою позицию обозначать. Это демонстрирует просто-напросто слабость режима. Режим слаб, он боится, раз такие люди, как Фазыл Валиахметов, способны их режим испугать.
Валиахметов находится в СИЗО с декабря 2024 года. Правозащитный проект «Мемориал» уже признал его политзаключенным. Для 71-летнего человека 6 лет колонии фактически могут стать пожизненным приговором. Традиционно расскажу о наших материалах, которые мы опубликовали на прошлой неделе и которые вы могли пропустить. 18-летний уфимец Елисей Слепеньков, сотрудничавший с изданием «Русньюз», уехал в Ереван в феврале этого года. В середине апреля он рассказал The Insider, что покинул Россию после того, как его пытались завербовать российские спецслужбы для работы против оппозиции. И Дели Реалии поговорили со Слепеньковым о его жизни в Уфе, взглядах и подробностях произошедшего с ним. Послушаем небольшую цитату Слепенькова из интервью. Он приходит, начинает задавать странные вопросы, там, гей ли я, девственник ли я. Он начал мне телефон смотреть, он увидел у меня в подписках в телеграм-канал «Чужая война». Они там подсчеты раньше вели. И именно после этого мне начал угрожать, что 2 ОМОНовцев позовет, и они мне дубинками добьют. У них родственники на войне погибли. Ссылка на материал в описании подкаста. Тем, кто хотел чуть больше бы узнать про атаки на Пермь и то, как жители это переживают, рекомендуем интервью с основателем телеграм-канала «Пермь-36.6» Сергеем Уховым. Действительно, это первый раз в Перми такой массовый налет. Были предупреждения, были сигналы тревоги, отключения интернета до этого. Как всегда, но прилетов таких не было. А еще на прошлой неделе арестовали мэра Уфы Ратмира Мавлиева. О том, как это произошло и в чем его обвиняют, в нашем материале. Ссылку оставлю в описании выпуска. Еще одна уже постоянная рубрика в нашем подкасте – это судебные новости. На прошлой неделе стало известно, что в отношении 44-летнего жителя Ижевска, чье имя не называется, возбудили уголовное дело о публичном оправдании терроризма из-за комментария в Телеграме. Суд отправил его в СИЗО. В пресс-службе суда уточнили, что в комментариях мужчины речь шла, в частности, о совершенных 1 июня 2025 года ударах на территории Амурской, Ивановской, Иркутской, Мурманской и Рязанской областей. В тот день украинская армия, напомним, провела операцию «Паутина». Что конкретно написал житель Ижевска, не сообщалось. В суде лишь заявили, что обвиняемый считал эти атаки правильными. По данным правозащитников из первого отдела, в период с 22 года по июнь 25 по всем так называемым террористическим статьям, всего их 6, среди них, например, оправдание терроризма и содействие терроризму, вынесли приговоры по 2590 делам. В среднем в 2025 году суды выносили более 5 приговоров по террористическим статьям каждый день, подсчитали правозащитники. В Оренбурге, в свою очередь, передано в суд дело 19-летнего местного жителя, которого обвиняют в диверсии и подготовке теракта. По версии следствия, в апреле прошлого года он вместе с несовершеннолетним другом за деньги от, цитата, «кураторов» поджег вышку сотовой связи в поселке Ростыши вблизи Оренбурга. Кроме того, молодого человека обвиняют в закладке некого порошкообразного вещества в тайник у военного объекта. Независимых подтверждений этой версии нет. Однако подобные дела против молодых людей стали в Поволжье системными. Мы много говорим о приговорах по таким статьям, но в этот раз давайте послушаем, как его зачитывает судья Самарского областного суда. Преступление путем частичного сложения назначенных наказаний. Окончательно назначить Гуськову наказание или лишение свободы на срок 6 лет 6 месяцев. С лишением права заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов и каналов, с использованием электронных, информационных, телекоммуникационных сетей, в том числе сетей интернет. Самарский областной суд приговорил местного жителя по фамилии Гуськов к 6,5 годам колонии. Его признали виновным по 3 статьям – реабилитация нацизма, распространение военных фейков и призывы к экстремизму. Поводом стали комментарии в Телеграме. По версии следствия, самарец использовал нецензурную брань в адрес Георгиевской ленты и писал о захватническом характере действий российской армии. Также ему вменили сообщения об убийствах мирных жителей в Буче и призывы к насилию в отношении российских военных. Признал ли Гуськов вину, в пресс-службе суда не уточнили. С начала полномасштабного российского вторжения в Украину дела о фейках и дискредитации стали инструментом жесткой военной цензуры, где за личное мнение в соцсетях можно получить срок, сопоставимый с наказанием за тяжкое преступление. 19-летний срочник Степан из города Петровск Саратовской области попал в армию 21 апреля, а уже через несколько дней, по словам матери, его убедили подписать контракт. Об этом на прошлой неделе сообщали «Осторожно, новости», не приводя фамилии молодого человека. В части города Богучар Воронежской области парню и его другу пообещали ветеранский статус и 3 миллиона рублей за 3 месяца, цитата, «отсидки на границе». Родственники уверены, что солдата ввели в заблуждение. Степан не прослужил и суток и даже не успел принять присягу.
А теперь ему отказывают в праве аннулировать контракт. Связи с ним нет. Эта история не исключение, несмотря на неоднократные заявления Владимира Путина о том, что срочники не будут задействованы в войне, правозащитники регулярно сообщают о давлении, угрозах или обмане при заключении контрактов. Иногда подписи и вовсе подделывают, а солдаты узнают о своем новом статусе только после зачисления крупных выплат на карты. Это был подкаст «Идель Реалии. Поволжье. Цена войны». Еще больше новостей, текстов и видео ищите на нашем сайте, в соцсетях и на YouTube-канале. До встречи на следующей неделе.